Это будет потом, после прочувствования литературно-музыкальной композиции или творческого вечера артиста, или вариации на темы своего существования на Земле. Васильев предоставляет каждому пришедшему в зал обозначить понравившиеся ассоциации и назвать свой жанр увиденного. Чуть-чуть и о новом пребывании в театре. Маски – обязательный атрибут для посещения. Эти правила соблюдает и главный санитарный врач Татарстана Марина Потешина. Красная лента на креслах подчеркивает патетику момента и непростую историю на сцене. Владимира Васильева называют вечным двигателем балета, который, впрочем, не может успокоиться в рамках только одного заданного жанра. Он рисует картины, у него было 10 персональных выставок в Москве и не только. Он пишет стихи, снимается в кино, режиссирует и занимается педагогической деятельностью. В 1990 году Васильев в Казани поставил легендарную «Анюту», в 2011 году он ее восстановил по многочисленным просьбам зрителей. Творческие связи Татарстана, театра оперы и балета имени Джалиля и Васильева продолжаются. Первый опыт совместного прочтения мировой классики был 5 лет назад, когда Васильев поставил мессу си минор Баха. И вот новое прочтение собственной жизни на музыку Моцарта «Реквием». Белль-эпока по-васильевски начинается с ассоциаций старых домов хрущевок, сполохов огней и приобщения к чему-то неведомому. Эпоха расхристанности и вседозволенности начинается с джаза. Особенно это просматривается в начале, в прологе спектакля, где мы олицетворяем его молодость, бесшабашность, некую такую вот вкус жизни. А уже в самом Моцарте, в «Реквиеме», мы, на мой взгляд, олицетворяем чувства, эмоции, и нам хорошо здесь подсказывает сама музыка. Способ существования на сцене в новой истории Владимира Васильева тождественен его предыдущей постановке вместе с татарстанской труппой под названием «Даруй нам мир» на хамольную мессу Баха. Впрочем, это, пожалуй, единственный вариант для многослойного пирога, где на сцене одновременно находится около 200 человек. У каждой мизансцены своя определенная траектория поведения. С ним очень, наверное, очень потрясающе работать, потому что он не зажимает артиста, не ставит в угол, не в какой-то квадрат не ставит. Он дает свободу, мы действительно по-настоящему много разговариваем с каждым артистом индивидуально, ищем что-то свое, что-то удобное, что-то комфортное. Пока мы живы, надеемся на лучшее. Мы живы, мы живем, мы есть. Васильев намеренно отказывается от имен собственных, окружавших его в эпоху расцвета творчества и развития культурного слоя Советского Союза. На сцене броуновское движение мыслей, чувств, немых вопросов и вопрошающих поз «Надо успеть», считает создатель, названный в спектакле художником. Здесь нет конкретных имен. Если есть конкретный композитор, «Реквием» на музыку Моцарта идет. Но Моцарт как идеал любого творца. И вот этот идеал, в общем, является героем. Это тот творец, который постоянно не удовлетворен тем, что он сделал. Ожившие фрески средневековья и готические аллюзии, взлеты и падения в мировой истории и конкретно взятые личности заставляют работать воображение. Станцевать реквием с помощью солистов балета и оперы – это определенный экзамен и непростой, как и для зрителя. Однако это не последняя встреча. В ноябре реквием Моцарта услышат и увидят на исторической сцене Большого театра России в честь 80-летия Владимира Васильева. Дмитрий Пиаваров, Роман Фенин, а также Андрей Гусев, телеканал «Эфир».